Бля! Ну, Саша, подхорюзок. Всем здравствуйте. Продолжается наша заездка на 10 дней. Вчера была банька. Вы видели в предыдущей серии. Сегодня мы собираемся, хотим спускаться ниже. Посмотрим рыбку, потому что здесь уже что-то совсем ничего нету. Сейчас хочу этот ролик снять специально для людей, которые приезжают сюда, которые охотятся на этой речке, которые живут в избушке. Они все смотрят меня, пацаны. Для вас. Я вам покажу, как вешается одеяло, чтобы они не кисли, не лежали. Все это попозже. Сейчас хочу поднять другой вопрос. Человек, с которым я здесь живу, вместе строились. Не знаю, или баба его написалась, как кто-то влезет. Один раз я это у них увидел, потихонечку, выкинул. Смотрю, не помогает. Уже 2 штуки. Объясню. Это доказательство того, что человек ловит все подряд. Потом перекручивает на котлеты. Она лежала на открытом доступе. Та, которую я выкинул. Я не хотел, чтобы обо мне мужики думали, были такого мнения, что я кручу котлеты с мелочи. Поэтому это уже именно к нему обращаюсь и к ней. Чтобы я этого больше не видел. Насчет одеял попозже. Пусть грустноватый сегодня такой ролик. Насчет одеял покажу. Там сейф поставил. В нем это все закисает. Сырое белье. Я сейчас просушил. Я ложить не буду. Свое оставлю, повешу на жердочке. Покажу, как это делается. Если даже вы приезжаете в избу перед этим и лежит одеяло на нарах, после себя все равно повесьте так, как я сейчас вам покажу. Я обращаюсь к пацанам, которые ездят сюда в избушке. Это не значит, что ты приехал и оставил все как было. Может, перед тобой был мухомор, который не знает, что надо делать. Не оставляют так, как было. Вот именно к вам обращаюсь, что я вам сейчас покажу, как я оставляю. Вот если оно не так, значит, был кто-то неадекватный. Сделайте так, как я вас прошу, и все. Если это не будет делаться, то мне тоже придется тогда свои одеяла закрывать в сейф. А я этого не хочу. Я хочу, чтобы было сухо, чтобы их потом развешивали. И приезжать. Они висят, я затапливаю печку. Они поразогреваются. И потом, когда все разогрето, изба разогрета, одеяло прогреты, висящие, я расстилаю и ложусь на теплое, на сухое. А сейчас мы приехали вечером. Я достал из сейфа. И всю ночь на утро у меня прихватила спина, потому что я спал на сыром одеяле. Ладно, про одеяло попозже. Мне сейчас надо порядочек навести. Но сегодня день продолжится. Еще посмотрите, что у нас получится, увидим. Так, топорик. Все потихонечку. Это все занесу. Вот это вот все в бане. Вот это вот все. Пока положу в баню, а по-любому вы будете смотреть. Вы понимаете, это я обращаюсь к тем, чьи мясорубки. Вот это вот и уберите в сейф. Не хочу каждый раз в бане выносить это барахло. Баня для того, чтобы мыться. Поставили сейф, убирайте вот это в сейф.
Собираемся водиться. Затарили шины. Хило. Этих шампуней, мама, не горюй. Пустые, полупустые, каких только нет. Кастрюль, ни в одной избе столько сковородок, кастрюль нету. Это просто смешно в натуре. Зачем позволять своей бабе здесь рулить, не понимаю, Сережа. Порошки мыши живут, блядь. По всем этим сырость образовывается. Не вчера ж родились, ёпки. Единственное, что путное сделал, это дорожку проложил к ручью. Пипец, блядь. Что там, Санчел? Я говорю, погода-то разыграла. Пойдем рыбу ловить. Чайка зовет. Ей потрошка нужны. Чайки-то. Халявные.
если я поставил замок на баню, сейчас так все делают, это не значит, что надо от людей все прятать. Продолжим, парни. Сейчас вам покажу. Вот одеяло во всю длину. Вот так вот берешь, ложишь, сворачиваешь его 4 раза трубочкой тоненькой, чтобы оно в длину получалось, чтобы все просыхало. И тихонечко сюда закидываешь. Вот. Все, оно висит. Не скомкнутое, не завязанное вот так вот веревочкой подвисло, что там мыши могут завестись. Вот. Все, на палке. Милое дело. Приехал, они развешаны. За собой также. После все это делаете. Всегда так делал, всегда приезжал. Приедешь, печку затопишь, изба прогревается, одеяло прогревается. После вас должно оставаться вот чисто губка. Мыши в ней не заводятся. На нее одеяльце кинул, все, никаких матрасов, ничего не надо. Подушку вот, свежую привезли сейчас с Саньком. Сюда под верх положили. Даже если вы приезжаете, одеяла лежат вот здесь, это значит, что перед вами был мудак, который не убрал за собой. Так что попрошусь как бы. Обычно люди просто рассуждают. Я оставил так, как было. Попрошу всех пацанов, которые ездят, сводного, которые меня знают, которые смотрят канал, особенно, вот так вот оставляйте, и все нормально. Даже если оно лежало здесь, все это ерунда. Это был неадекватыш. Здесь, я думаю, все понятно. Остальное, в принципе, все вы сами знаете. Потому что, к чему я это говорю? Пацаны ко мне сразу подошли на водном. Сань, что за ерунда, почему? Вчера раньше приезжали, все нормально, одеяла были, сейчас приехали, спать не на чем. Будет на чем спать, если будете себя вести нормально, по-человечески. Оставляйте, чтобы все сохло, не прело. Мне это тоже в сейфе не понравилось, сразу говорю. Я на утро проснулся, практически 1,5 дня, больше. Я потерял, пока спину не восстановил. Меня просто протянуло. Во-первых, мы на этих напраздновались и на сырых одеялах, что, все по боку. Батарейки я все собрал, вывезу, вернее, ну, в пакетик положил. Их накопилось уже, я не знаю сколько за эти годы. Здесь я не знаю. Здесь у меня еще одна жердина была. Сережа куда ее убрал? Чем она ему здесь мешала? Нормально еще можно было повесить сейчас эти одеяла. Сейчас растолкаю. Ну как бы, я думаю, понятно, как все это делается. Так что, ну, репортаж получился больно как бы скандальный. Ролик, вернее. Мы сейчас с Саньком поедем рыбачить. Это уже смотрите в следующем ролике. Вот так, парни. Я оставил вот так вот. И вы после себя оставляете так же, чтобы все сохло. Подушечку тоже наверх. Все. Все, белишко сохнет. Дровишек оставил тоже. Там, если что, в бане куча. Это разжигай. Сжигайте. Уже не пригодится. Ну что, переночевали мы, пожили здесь. Сейчас мы с Саньком поедем дальше. Это будет уже совсем другой ролик. Абсолютно. А так хотелось все. Сегодняшняя серия закончилась. Все объяснил, показал. Надеюсь, всем все понятно. До встречи, друзья.